Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. Как и обещали, спустя ровно неделю мы готовы предложить вам, уважаемый зритель, очередную порцию событий из мира активного экотуризма. Здравствуйте! В эфире тележурнал «Навигатор». Программа о приключениях, путешествиях и соревнованиях. И сегодня вас ждет. Золотой Алдан широко распахивает ворота Южной Якутии на внедорожном фестивале. Качаем город. Давление автозвука. Качели 2015 в Нерюнгри. Я верю, только дельтаплан поможет мне. Размышления о насущном с высоты птичьего полета. Лодка, весла и хорошая компания. Любимый вид активного отдыха нерюнгринцев. Хорошо знакомый нам по прошлым выпускам алданский клуб Moto Extreme вновь заявил о себе. Парни на сей раз организовали фестиваль внедорожной техники, куда и отправились ребята из города Нерюнгри, из клуба «Амикан». В Алдан съехались любители внедорожных приключений. Себя показать, да продемонстрировать умение преодолевать сложные грязевые и триальные препятствия. Близ Ромашкового поля устроили баталии по кантри-кроссу. Удобство расположения трассы, а также непосредственная близость к городу привлекло большое количество зрителей. Да и участников было достаточно. От нерюнгринского клуба «Амикан» в соревнованиях приняли участие 3 человека: Владислав Лямин, Сергей Дульцев и Роман Курмазов. Алданцы тщательно подготовились к фестивалю. Взять хотя бы вот эту трассу для кантри-кросса. Подвесной мост, качели, искусственные рвы, наполненные водой. Все это было заранее спланировано и подготовлено.
Так что тут даже к бабке не ходи, твердая пятерка за трассу. Чтобы добиться отличного результата, одного умения оказалось мало. Техники доставалось по полной, так что не все железные кони выдерживали такой нагрузки. Но и было место человеческому фактору, а вернее неправильному прочтению трека, вследствие чего кувырок. Но все хорошо, что хорошо кончается. Участники фестиваля остались довольны организацией и подарками, а главное – проведенным временем в кругу единомышленников. Дипломом за первое место в джип-спринте награждается Марвалич Ярослав. За участие награждается Курмазов Роман. Город Киев. Первое место. Пока одни проверяли своих железных коней на прочность в Алдане, в Нерюнгри решили померить, у кого же громче играет музыка в автомобиле. Первенство города по давлению звука на СПЛ. Качели 2015. Прямо сейчас. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Признаться честно, крутизна в данной дисциплине СПЛ зависит от наличия хорошего сабвуфера и усилителя. И к качеству, и даже, как ни парадоксально, к громкости в нашем обывательском смысле никак не относится. Громкость и крутизна здесь меряется децибелами. Вот таким прибором. На лобовое стекло со стороны салона прикрепляется датчик. Далее участник выбирает на свой вкус музыкальный трек. Тут желательно, где побольше басов. И пытается выдавить максимально из своего сабвуфера. Darling, darling, we'll turn the lights back on now. We're watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on.
We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Участникам давалось 2 попытки, и лучший показатель шел в зачет. Замеры производились при закрытых и открытых дверях. А также после всех произведенных замеров давалась 3-я попытка, уже не в зачет, а скорее для себя узнать, а можно ли еще довернуть децибелы, так как в этот раз предлагали музыкальный трек, который показал максимальный результат. Абсолютным чемпионом качели 2015, обладателем самого мощного звука в городе с показателем 142 децибела, стал Горюнов Валерий. От души поздравляем победителя и выражаем благодарность всем участникам прокачки города на СПЛ. Вообще замечательный день сегодня. Очень понравилась организация на высшем уровне. Призы были утешающие. Очень было классно, здорово. Рад, что проводятся такие мероприятия. Ждем дальнейших. Человек придумал крылья, чтобы заглянуть за горизонт и с высоты птичьего полета увидеть родные просторы и детали, зачастую ускользающие от нашего взора при наземном ракурсе. Мечта человечества о полете, возможно, впервые была реализована в Китае, где полет человека, привязанного в виде наказания к бумажным змеям, был описан еще в VI веке нашей эры. Позднее первый управляемый полет на дельтаплане совершил Аббас ибн Фарнас в Аль-Андалусе в IX веке нашей эры. В 852 году он сделал крылья из ткани и натянул их на деревянные распорки. С этим, похожим на зонтик аппаратом, спрыгнул из минарета Великой мечети в Кордове. Лететь он не смог, аппарат лишь замедлил его падение. 25 лет спустя, в возрасте 65 лет, Ибн Фарнас разработал улучшенный проект, который включал первые технологии управления полетом. Он взял каркас с крыльями, который, вероятно, и был первым дельтапланом, и спустился с маленького холма, который назывался Джабаль-Аларус, и, управляя им, продержался в воздухе в течение достаточно долгого времени. По некоторым подсчетам, целых 10 минут. Это было первой попыткой управляемого полета, поскольку он мог изменять его высоту и направление, так как он возвратился туда, откуда начал свой путь.
Леонардо да Винчи в 15 веке мечта о полете нашла выражение в нескольких проектах, но он даже не пытался их реализовать. А первые серьезные попытки полета человека были реализованы в Европе в конце 18 века. Много лет минуло с тех самых пор, и в наш прогрессивный век уже даже полетом в космос никого не удивишь. Но вернемся на Землю, вернее на воду. Ведь задолго до первых полетов человек уже придумал лодку и отправился на ней познавать мир. Один из излюбленных видов активного отдыха у нюрнбергенцев, несомненно, сплав. Итак, пункт отправления – Нерюнгри, пункт назначения – Тюльман. Расстояние по реке – 85 километров. Время в пути – 30 часов. Пошли! Всем привет! Это Южная Якутия, город Нерюнгри. И мы наконец-таки готовимся к сплаву. Готовить шурпа. Но если повезет, еще и будет рыба. Так что все хорошо. На сегодня регата закончена. Поселок Тюльман, наша конечная точка. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня. Спасибо за ваше внимание и проявленный интерес. Все выпуски есть в интернете. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Увидимся через неделю. Будьте здоровы. Пока.